Уважаемые слушатели курсов, сегодня мы с вами поговорим о модуле «Основы исламской культуры». Итак, в принципе, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом существует уже готовое тематическое планирование курса. Ну и мы, исходя из тех содержательных частей, которые нам предлагает, в том числе и стандарт, будем сегодня говорить об этом модуле. Пока очень кратко план, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Тема номер 1. Россия – наша Родина. Здесь мы должны поговорить о том, что Россия – это историческая особенность формирования российского государства, как многонационального, многоконфессионального государства, какие религии, скажем так, являются традиционными для российского государства, в чем их особенность. Ну, здесь очень кратко. Далее, вторая часть будет посвящена историческим сведениям. Каким образом зародился ислам, каковы были доисламские религиозные верования, прежде всего языческие. Мы поговорим о родоначальнике ислама, о пророке Мухаммеде. Далее мы с вами рассмотрим, что такое хиджра, да, понятие, содержательная часть. Далее мы поговорим о священных книгах мусульман, это Коран и Сунна, в чем отличительная разница. Далее мы рассмотрим основы вероучительной доктрины, знаменитые 5 столпов веры мусульман. Ну и в целом, конечно, закончим наше изучение истории ислама в России, основные традиции, культура ислама. Итак, Россия исторически складывалась как многонациональная страна. На сегодняшний день, ну вот по переписи 2010 года, первое место занимают русские, второе – татары, третье – украинцы, четвертое – башкиры, чуваши, ну и чеченцы делят 5-е место. Вот историческая особенность все-таки складывания государства как многонационального, оно повлияло и на формирование религиозной палитры нашей страны. В частности, по данным ВЦИОМ, ну, основная, скажем так, часть населения российского государства – это православные верующие, 75%. Это очень большой численный показатель, но при этом 57 из проживающих на территории Российской Федерации этносов ассоциируют себя с исламом. Прежде чем непосредственно перейти к историческим особенностям формирования, складывания ислама, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что такое религия? Как вы это понимаете и как вы это будете объяснять детям? Религия – это. Пожалуйста. Вера. Не стесняйтесь. Это вера, хорошо. Еще что? Традиции. Так. Ну, ключевым словом здесь является все-таки вера. Да? Как правило, это вера сверхъестественная. То есть это особая форма осознания мира, обусловленная, вера сверхъестественная, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединения людей в организации, то есть церковь, религиозную общину. То есть фактически религия – это мировоззрение, которое определяет поведенческие характеристики человека, ну, в том или ином обществе. Здесь представлена на слайде основная типология, традиционная типология религии, то есть деление на монотеистические, политеистические. Моно, то есть это единобожие, политеизм – это многобожие. Следующий вопрос, на который нам необходимо ответить, что собой представляет ислам. Ислам – это мировая религия или национальная религия? Скажите мне, пожалуйста, что такое ислам? Это мировая религия? Хорошо, согласна. А чем отличается мировая религия от национальной? По национальности имеется, а здесь не то. Опять что разные народы. Так, разные народы, вне зависимости от их расовой, национальной принадлежности, социального, скажем так, положения, то есть все они являются приверженцами этой религии. Какие мировые религии существуют сегодня в мире? Буддизм, ислам и христианство. Да? Буддизм, ислам и христианство. Так вот, понятие национальной мировой религии, чтобы было осознание. Национальная религия – это религия одного народа. То есть это древнегреческая, это у нас иудаизм, древнеримское, конфуцианство, синтоизм. Если вы приняли решение стать иудеем, вы автоматически становитесь евреем, вне зависимости, кем вы являетесь по национальности.
Мировая религия – это религия, моральные нормы которой обращены ко всем людям, без исключения, вне зависимости от их расовой, классовой или половой принадлежности. То есть это буддизм, христианство и ислам. Ну вот численное представительство мировых религий представлено здесь на слайде. Вы сможете с ними ознакомиться более подробно. Итак, мы с вами начинаем говорить об исламе. Ислам – это монотеистическая религия, мировая религия. Ислам переводится как покорность или подчинение законам Аллаха. Последователи ислама называют себя муслим. Ну, в русском языке интерпретация муслим переводится как мусульманин. Ну а если мы с вами посмотрим, обратимся, скажем так, к дореволюционной России, даже более чуть поздний период времени, мусульман именовали как магометане. Вот, допустим, в архивных документах, с которыми мы работаем, это, безусловно, магометане по имени пророка Магомета, да, или Мухаммеда, или Мухаммеда. Да, интерпретации также разные. Итак, исторические сведения. Ислам возник в VII веке на западе Аравийского полуострова. Если мы с вами посмотрим вот доисламскую историю, скажем так, Аравийского полуострова, то отметим, что арабы, которые населяли Аравийский полуостров, они находились на первобытном состоянии. Природно-климатические условия были достаточно тяжелые, то есть это сухой климат, хотя были оазисы, конечно, вот это, в принципе, колыбель ислама, скажем так, знаменитые бедуины, с которыми вы можете, с понятием, с которым вы уже сталкивались. Бедуины – это арабы-кочевники, которые торговали и грабили в пустыне. А религиозное представление у арабов – это прежде всего язычество. Хотя мы можем сказать, что верования арабов, они были связаны с именами некоторых из пророков, таких как Ибрахим и Исмаил. Хотя изначально они не имели ничего общего с монотеистическими представлениями. Скажем так, имя Бога или Аллаха было уже известно в доисламский период, и он являлся также одним из богов, которому поклонялись многие арабские племена. Те племена, которые поклонялись исключительно Аллаху, назывались ханифами. Все остальные, это большинство арабов, они поклонялись или, скажем так, обожествляли силы природы. Они поклонялись камням, деревьям, звездам, то есть ветру, солнцу и так далее. И одними из самых почитаемых идолов были Лат, Узза и Манат. И эти три имени мы можем встретить даже в тексте Корана. Да? Коран, который сформировался гораздо позже. Также интересно отметить, что среди арабов были места, где они имели возможность не конфликтовать с друг другом, а исправлять, скажем так, исправлять свои религиозные требования и нужды. Это, конечно, историческая часть зарождения ислама, знаменитый черный камень Кааба. Вот что собой представляет? На самом деле это уникальный феномен. Миллиарды последователей, да, которые в определенное время поклоняются этому камню с доисламских времен. Скажите мне, пожалуйста, что такое Кааба? Вот как вы это воспринимаете? Кааба, черный камень. Это место поклонения мусульман со всего мира. Святое место, хорошо. Ну вот как оно называется? Фактически, так, паломничество в Мекку. Угу. Кааба – это вот действительно, скажем так, четырехугольный камень, который создан из гранита, обтянут сверху тканью, и внутрь этого небольшого, сложно сказать, да, 15-метровую высоту, 10-метровую в ширину, есть вход в это помещение, в это пространство. Прежде чем войти, перед вами открывается замечательный вид. Это двери, которые полностью сделаны из золота. Изнутри этого камня ничего нет. Есть жертвенный вот такой стол, и все, там пустота. Да? Здесь значение не материальное, а прежде всего духовного. Но если раньше все-таки истинные верующие имели возможность попасть внутрь Каабы, то сейчас такой возможности нет. Только поклониться, прислониться. Если мы с вами посмотрим с восточной стороны Каабы, то там вкраплен, скажем так, черный камень красноватого цвета, который имеет неземное происхождение. Вот для мусульман вот этот вот символ, черный камень, это камень, который был послан Аллахом, вернее, Адаму, то есть первому пророку в исламе, он является, конечно, священным. Итак, в VII веке складываются два основных религиозных исторических центра, это Мекка и Ясриб.
Ясриб, который позже получит наименование Медина. Медина с арабского переводится как город. Итак, бедуины, о которых мы с вами сказали, которые проживали на северо-северо-востоке Аравии, и хадези или филахи, как их называют, это земледельцы, которые проживали на юге и юго-западе Аравии. То есть это те племена, которые являются родоначальниками, скажем так, зарождения или появления ислама. Вот здесь представлена на карте историческая часть, вот город Медина и город Мекка. Сейчас вот эта территория входит в состав какого государства? Саудовской Аравии. Да? Более внимательно можете посмотреть на карте. Саудовская Аравия, столица Эр-Рияд. Итак, если мы с вами начнем говорить непосредственно о появлении ислама, конечно, традиции, исторические традиции связывают с именем пророка Мухаммеда. Мухаммед или Мухаммед. С арабского Мухаммед означает прославленный. Мухаммед означает прославленный. Мухаммед родился в 570 году, эта дата приблизительная в Мекке, а умер он в 632 году. Это точная дата, и умер он уже в Медине. Сначала он был пастухом, потом после женитьбы на богатой вдове стал купцом. В 610 году у него появились видения. Он видел то, что не видели другие. Ангела, таинственные прекрасные деревья, знаменитого бурака, который упоминается в Коране только один раз, речение. Это удивительно, да? То есть это пророк, который слышал голос Бога. Да? Очень интересный эпизод, мы об этом поговорим. Он не видел лица, так как лицо Аллаха было скрыто тысячами одеялов, но имел он возможность услышать его голос. Голоса передавали ему содержание священной книги, которая называлась словом Коран. То есть Коран – это чтение вслух. И повелевали ему осуждать многобожие и проповедовать веру в Аллаха. И вот в возрасте 40 лет Мухаммед и начал свою проповедническую деятельность. Очень много фресок, изображений, связанных с тем, как Мухаммед передает свои откровения первым ученикам, и дальше уже ученики, в том числе и записывают его изречения. Здесь основные ключевые, скажем так, исторические даты, которые связаны с жизнью Мухаммеда. Очень важно, здесь является 622 год нашей эры, это хиджра. Хиджра, на сегодняшний день, допустим, 2018 год, по хиджре сейчас 1439 год. То есть для мусульман летоисчисление немножко другое, да? А в сентябре уже начнется 1440 год. Это музей Мухаммеда, мечеть пророка Мухаммеда в Медине. Так, вот здесь очень интересно, хочу обратить ваше внимание, ассирийский монах Саргис Бахира, разные интерпретации, Багира, Бахира или Бухера, нестрианский монах, который встретил Мухаммеда, когда ему было всего 12 лет. Так вот, арабский историк Ибн Хишам рассказывает, что Мухаммед, будучи мальчиком, отправился с караваном своего дяди Абу Талиба в Сирию. В городе Босра купцов пригласил к себе отшельник, которого звали Багира, да? Сразу вспоминается у нас Маугли, да? Все мы одной крови. Купцы приняли его приглашение, оставив Мухаммеда с прислугой у каравана. Но Багира не нашел среди них того, кого его книги описали ему как будущего пророка. Тогда Багира попросил, чтобы все пришедшие с каравана в город пришли к нему. Когда Мухаммеда привели в келью, то, пристально глядя на мальчика, Багира стал разговаривать с ним. Затем он позвал Абу Талиба и велел ему беречь ребенка, ибо он заметил, что над мальчиком постоянно плывет облако, а деревья протягивают свои ветви, чтобы беречь его от солнца. Вообще нужно сказать, что этот эпизод, связанный с жизнью Мухаммеда, он до сих пор достаточно противоречиво воспринимается историками. И есть арабские историки, которые, в принципе, одним из родоначальников возникновения ислама все-таки называют ассирийского монаха Саргиса Бахира. Во второй половине 7 века первоначальный ислам разделился на две конфессии. Это суннизм. Суннизм от слова «сунна» – образец, пример, путь. И шиизм. Шиа от слова партия или группировка. Если мы с вами поговорим об основных течениях внутри самого ислама, их достаточно много, но традиционными являются суннизм, шиизм и исмаилизм. Суннизм, шиизм,
и исмаилизм. То есть три основные традиционные конфессии внутри ислама. Но так как все-таки наиболее распространенной является суннизм, и российское государство, наша страна, это все-таки суннитский ислам, то мы сегодня будем, рассматривая вероучительную доктрину ислама, говорить исключительно о суннизме. Всего в мире 4 шиитских страны, где большинство мусульман это шииты, это у нас Ирак, Иран, Бахрейн и Азербайджан. Но интересно, что появляется и такое понятие, оно очень распространенное, да, и оно приобретает такой политический окрас, это ваххабизм. Да? Ваххабизм, ваххабиты, последователи, они, как правило, ассоциируются у нас с различными экстремистскими, да, религиозными движениями. Мы немножко тоже об этом поговорим. Итак, сунниты и шииты. Сунниты считают законными преемниками Мухаммеда первых 4 халифов. 4 праведных халифа, о которых нам свидетельствует история, это Абу Бакр, Умар, Усман и Али. То есть, и главная их, наверное, отличительная особенность все-таки заключается в том, что наряду с Кораном, фактически священным писанием для мусульман, они еще и признают сунну. Да? Сунна – это книга, где собраны жизнеописания Мухаммеда, его изречения. Это фактически как священное предание. Да? Есть понятие в христианстве священное писание и священное предание. Вот то же самое в исламе. Коран и сунна. Коран – это священное писание, сунна – это священное предание. Сунниты признают и ту, и другую священную книгу. Шииты, в отличие от суннитов, признают только Коран. Ну вот, немножко более подробно о ваххабитах, чтобы вы имели понятие. Вот, как правило, дети, школьники, они задают очень много вопросов по ваххабитам, да, по ваххабизму. Это течение достаточно новое. Кто-то называет ее сектой в исламе. Оно возникает в XVIII веке и изначально ничего не несет в себе агрессивного. Да? Вот подобное явление не характерно для всех традиционных конфессий. Когда из основной выделяется, скажем так, ответвление, да, деноминация или секта. Вот ваххабизм изначально, ее основатель Ваххаб, он как раз-таки ратовал за чистоту веры, да, то есть за сохранение чистоты веры. Ну а то, как уже восприняли, скажем так, его религиозную платформу все остальные, в том числе и саудиты, да, то есть это лидеры, скажем так, Саудовской Аравии, это уже другой вопрос. Всего в мире на конец 1998 года было 44 мусульманских страны. Ну, в частности, это Турция, Албания, Египет, Алжир, Судан, Марокко, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Афганистан. То есть это те страны, где ислам является преобладающей, скажем так, да, религией. Ну, в России все-таки ислам второй по численности распространения. Итак, мы с вами переходим к следующему блоку, который касается общей характеристики вероучения ислама. Общая характеристика вероучения ислама. Здесь мы с вами рассмотрим 11 основных религиозных учений. Первое – это о священных книгах. Второе – о сверхъестественных существах. Третье – о Махди. Четвертое – о пророках. Далее – учение о душе. Далее – учение о загробной жизни. Затем о шариате, молитве, о джихаде или борьбе за веру, о паломничестве в Мекку и о соблюдении поста. Еще раз, это та характеристика, которая преимущественно характерна для суннизма, да, то есть есть свои особенности. Итак, первое учение – это учение о священных книгах. Учение о священных книгах. Первая книга священная мусульман – это Коран. Коран, священная книга мусульман. Состоит она из 114 глав, которые именуют сурами. 114 глав, которые именуются как суры. Ну, вот здесь тоже очень интересно, на самом деле, посмотреть историю и отношение, да, к Корану как источнику. Вообще мусульмане считают, что существует два вида Корана.
То есть первый это Коран небесный, который хранится под троном Аллаха, и Коран земной, то есть точная копия Корана небесного, с которым мы имеем возможность, читать, изучать и так далее. Но мусульмане считают, что точной копией небесного Корана, хранящегося под троном Аллаха, является только тот Коран, который написан на арабском языке. Если это переводной Коран на русском языке, на татарском языке, на любом другом языке, то это не точная копия, это неправильный Коран, это не истинный, да, то есть это не точная копия. Вот здесь очень важно. Каждый уважающий себя мусульманин в обязательном порядке должен знать арабский язык, он должен уметь читать Коран на арабском языке. А это на самом деле целое искусство, да, то есть как хранится Коран, то есть как читаются главы, как изучается и так далее. Итак, 114 сур, суры делятся на части. Вот эти вот части или абзацы называются аятами. Аятами. С арабского аят переводится как чудо или знамение. Суры – это главы, аяты – это абзацы, которые именуются как чудо или знамение. Итак, следующая священная книга мусульман – это сунна. Сунна с арабского переводится как образец или пример. Сунна, образец или пример. Сунна что собой представляет? Это собрание священных книг мусульман, изложенное в рассказах или хадисах, хадисы, о поступках, изречениях Мухаммеда. Это рассказы и подлинные, и уже легендарные, да, которые появлялись после смерти Мухаммеда, переданные от имени сподвижников, но являются дополнением к Корану. Сунна складывалась в достаточно длительный период времени с жизни, начиная с жизни Мухаммеда с 7 века до 9 веков. Ну, представляете, за 2 века что можно было изменить, дополнить, несколько иначе интерпретировать, дополнять. Если мы с вами рассмотрим учеников, то есть тех людей, которые записывали все-таки сунну, то их имена таковы: Бухари, Нишапури, Маджа, Нисай, Тирмизи, то есть они являются авторами сборников хадисов. Все, это первый блок учения о священных книгах. Второй блок – это учение о сверхъестественных существах. Их достаточно много в исламе, ну, условно мы их поделим на 6 групп. Ну, совершенно условно, да, определение. Первое – это Бог Аллах, второе – это ангелы, третье – это злые джинны, четвертое – это добрые джинны, бурии и бурак. Да, вот 6 видов сверхъестественных существ. Если мы с вами поговорим о Боге, что такое Бог в исламе? Да, Бог или Аллах? Вот это как раз таки на арабском написании, да, слово Аллах. В переводе с арабского языка на русский Аллах означает Бог. Но это не личное имя Бога. Вы знаете, что у Бога нет личного имени, а существует, так же как в христианстве, в иудаизме, различные эпитеты. Вот 99 прекрасных эпитетов имеет Аллах, то есть единый, вечный, всевышний, великий, славный, всемогущий, всевидящий и так далее. Так же, как в христианстве, Аллах сотворил землю, все живые существа, 7 небес. Вот выше 7-го неба находится трон Аллаха, находится джанна или рай, как именуют его в исламе. Ну, а ниже 7-го неба находится джаханам. Да? Джаханам – это ад. Да? Ну вот здесь некоторые вещи, они в том числе исторические, буду приводить высказывания из различных источников, в частности мифы народов мира. Главный и высший персонаж мусульманской мифологии – Аллах, единственный Бог, вечный всемогущий. Мусульманская мифология отвергает христианскую концепцию Троицы, резко выступает против представления о Сыне Божьем. Имейте в виду, что Иса или Иисус Христос – это один из пророков в исламе. Над 7-м небом помещается трон Аллаха. Рай, по многим преданиям, находится на 7-м небе. Ад, по одной из версий, ниже 1-го неба. Ну вот то, о чем мы, в принципе, уже с вами сказали, об эпитетах. В Коране говорится, что Аллах сотворил этот мир, эту землю за 6 дней. На 7-й день Бог отдыхал. Если в христианстве это воскресенье, то в исламе это пятница. Да? То есть пятница – это день отдыха. Это табу, то есть нельзя работать, это время, когда необходимо посещать мечеть. Аллах создает человека из капли, превращенной в глину, который придал форму и вдохнул в него свой рух. Рух – это дух.
да, то есть дух, который вкладывает вот, в эту каплю Аллах. Из ребра первого человека, мужчины, Аллах потом создает женщину. А первым человеком в исламе является, он же и первый пророк в исламе, это Адам, конечно, это Адам. Ну, знаменитый Аллаху Акбар, понятно, что сейчас мы воспринимаем это несколько иначе, да, с такой вот немножко агрессивной точки зрения, ничего здесь плохого нет. Аллах Акбар — это обращение к Богу, то есть всемилостивый Господь, всемогущий, ну, слава, скажем так, Аллаху, да? Итак, следующая группа сверхъестественных существ, ну, постаралась я так, скажем, выстроить их по тем ключевым вопросам, которые возникают. Как объяснить правильно, что такое ангелы в исламе, да, сколько их, много их или нет, есть ли у них плоть, есть ли у них пол. В частности, ангелы называют малайка. Да? Малайка, если их много, то говорят малак. То есть малайка, если один, если их много, то малак. Ну, примерно, да, вот совершенно вот условные вопросы. Каковы функции ангелов? Ну, так же, как и в любой другой религии, их основная функция — это творить добро, помогать людям в их жизни и так далее. Много ли их? Вот спрашивают, сколько ангелов в исламе? Фактически традиция говорит нам о том, что у каждого человека мусульманин охраняет два ангела, то есть два ангела-хранителя. Вот в христианстве есть такое понятие ангел-хранитель, да? То есть в исламе их два. Сколько людей, соответственно, мусульман, ну столько и ангелов охраняет. Ну, есть, конечно, расхождения, есть особые люди, которых охраняют большее количество ангелов, да? Есть ли у них плоть? Плоти у ангелов нет. Есть ли у них пол? Нет, они не делятся на мужчин и женщин. Каково их происхождение? Тут интересно, да, то есть Бог сотворил ангелов из света. Сотворил из света, но был один ангел, Иблис, который вот в традиционной, скажем так, исламской мифологии не хотел поклониться, пасть ниц. Ниц — это вот такое египетское слово, когда падают ниц, простираются, да, практически. Он не захотел, он посчитал, что первый человек, Адам, недостоин того, чтобы ангел, да, один из любимейших ангелов, скажем так, Аллах и преклонился перед ним. За это Аллах, скажем так, лишил его крыльев и спустил ниже седьмого неба. Вот слово покорность и преданность все-таки в исламе, она является определяющей. Да? Вот таким образом Аллах наказывает одного из ангелов. Смертны ли они? Ангелы бессмертны. Воспринимаются ли ангелы органами чувств? Как правило, нет. Но за исключением некоторых моментов, в частности, это связано с тем, когда Джибраил, да, посещает Мухаммеда, когда Джибраил сопровождает его с Мекки в Иерусалим. То есть, конечно, Мухаммед имеет возможность лицезреть этого ангела. Да? Далее. В принципе, это мы с вами об этом уже сказали. Следующий вопрос. Делятся ли ангелы на старших и младших? Вот есть более главные ангелы, а есть более, скажем так, ну, менее главные. Да? Делятся. Ислам среди миллиардов ангелов выделяет 4 старших ангела. 4 старших ангела. Это Джибраил. Интерпретации могут быть разные. Либо Джибрил, либо Джибраиль. Затем Исрафил или Асрафил. Микал или Михаил. И Израил, ну, либо Азраил. Но вот в частности, если говорить о том, что собой представляют эти ангелы, на самом деле очень интересно. Да? Джибраил вот с именем какого ангела у вас ассоциируется? Джибраил — это ангел или архангел Гавриил, да? То есть предвестник, в принципе, религиозного учения. Вот здесь то же самое, да? Вот та же самая религиозная платформа и идея. Джибраил — посредник между Аллахом и пророками. Вот, как правило, во фресках, в текстах Джибраил изображается огромного роста, да, то есть голова его выше седьмого неба, и своими ногами он упирается в землю, да, то есть это такой вот огромный фактически гигант. Его основная функция — это, конечно, сопровождение, передача знаний и сопровождение Мухаммеда из Мекки в Иерусалим. Если мы поговорим о следующем ангеле, это Исрафил. Исрафил практически на всех фресках, там, по-моему, даже есть изображение, да, есть. Это вот 4
ангела, которые находятся вместе, да, это вот ангел Джабраил, ну, здесь, правда, немножко в обратную сторону, да, ангел Микал или Михаил. Как правило, Микал и Михаил, это такой воинственный ангел, да, который бережет праведников в военных, скажем так, сражениях и так далее. Он упоминается в Коране только один раз. В предании он чаще всего выступает как помощник Джабраила, а также как помощник мусульман в их борьбе с мекканскими язычниками. Но хочу сказать, что все-таки мусульмане уделяют ему особое внимание, да, как защитнику. Далее это ангел Исрафил или Асрафил. Его, как правило, изображают четырехкрылым, да. У него всегда в руке в любых изображениях будет труба, да. Труба — это вот один из главных, скажем так, внешних маркеров, который свидетельствует о том, что вот это ангел Исрафил. Ну вот в частности, да, Исрафил читает с сокровенной скрижали божественное решение о судьбах людей и мира. То есть ему известна судьба каждого человека и передает их другим ангелам для исполнения. Этот ангел никогда не расстается с трубой, в которую он однажды, встав на священное и так далее, и так далее. Вот колдуны и маги, которые были известны, ну, своего рода ассоциации с теми же самыми шаманами, да, которые умилостивили, скажем так, духов, решали проблемы там, при строительстве, при обращении, при болезнях и так далее. Все то же самое. Но вот что происходит с джиннами в исламе? Как трансформируется, да, это понятие? Джинны создаются Аллахом из огня и дыма. Делятся они на злых и добрых. Вот добрых джиннов называют джинны-мусульмане. Злые, ну, есть там еще и особо вредные среди джиннов, это шайтаны. На самом деле это тоже очень интересный момент. Вот во время хаджа, во время паломничества в Мекку, там есть несколько составных частей, что должен сделать мусульманин. И вот одна из этих частей — это вот бросание камней, да, в олицетворение вот самого главного, скажем так, шайтана или зловредного джинна. Так, ну вот как правило, как изображают джиннов на фресках. Ну, думаю, здесь понятно. Функция каждой из этих двух групп джиннов соответствует их эпитетам. Злые джинны противятся воле Бога и творят зло. Добрые являются помощниками Бога и творят добро. После сотворения их Аллахом все джинны творили только зло. Но все изменилось после проповеди Мухаммеда, обращенной не только к людям, но и к джиннам. Часть джиннов перевоспиталась, стали вести себя как ангелы и, главное, стали помогать Мухаммеду и его последователям распространять ислам. Добрых джиннов называют еще джиннами-мусульманами. Все злые джинны стремятся причинить вред людям, но среди этих джиннов выделяются особо зловредные, их называют шайтанами, от еврейского сатан или противник. Джиннов много, но сколько именно в религиозной литературе сведений нет. У джиннов есть плоть. В своем обычном виде они уродливы, с копытами на ногах, но могут принимать и человеческий облик. Джинны имеют плоть, способны вступать в отношения с людьми. Они делятся на старших и младших. Джинны смертные, но когда
И как, в связи с чем они умирают, в литературе сведений нет. На самом деле даже сегодня, вот в современном мире, мы вот говорим джинны, что-то такое мифическое, да, что-то очень, скажем, вне понимания. Но даже 20 век известен судебными процессами, в частности, в мусульманских странах, когда вот человека наказывали за вступление в связь с джинном. Да? То есть якобы джин принял человеческий образ, он вступил с ним в связь, ну и за это его наказали. Очень интересно. Здесь вот некоторые вещи, которые проведены, вы более внимательно знакомитесь дома. Следующая группа сверхъестественных существ – это гури. Гури. С арабского черноглазый. С арабского черноглазый. Черноглазый. Это райские девы, которые были созданы Аллахом для праведных мусульман, и вместе с этим праведником они населяют джанну. Ну, я думаю, что вы знаете, что исторические традиции, в принципе, они приписывают мусульманам многоженство, да, то есть и праведный мусульманин, он попадает в рай вместе со своими женами. С одной стороны это жены, с другой стороны это те гури, которые вот, также сопровождают его уже в другой жизни. Ну, вот, немножко отвлекусь. Гури, да, черноокие. В мусульманской мифологии девы вместе с праведниками, населяющие джанну рай. В Коране гури называются супругами чистыми, то есть лишенными как телесных, так и духовных недостатков. Их не коснулся ни человек, ни джин. Сравнимые красотой с яхонтами и жемчугами, они сокрыты в шатрах. И сделал Аллах мужлюбящими сверстницами. Да? На груди у каждой написано имя Аллаха и имя ее супруга, то есть того человека, которому она принадлежит. Следующее сверхъестественное существо, которое упоминается в Коране всего один раз, это бурак. 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 С арабского бурак переводится как молния, или молниеносный, или блеснуть, сверкнуть. Бурак, молния, молниеносный, блеснуть или сверкнуть. Что такое бурак? Бурак – это вот такое вот сверхъестественное существо с телом лошади, как правило, с головой прекрасного юноши и с крыльями орла. Его скорость, она поражает. Да? На самом деле очень интересно, в Коране описан этот эпизод, когда Мухаммед находился в своем доме в Мекке, к нему прибывает Джибраил, ну вот как раз таки впервые мы знакомимся с бураком. В этот момент, ну, от неожиданности, скажем так, да, Мухаммед роняет кувшин с водой. Да, его забирают, на этом бураке они переносятся в Иерусалим. Дальше в Иерусалиме перед Мухаммедом появляется огромная золотая лестница, которая сопровождает его на небеса, где он слышит голос Бога, записывает его предание, спускается обратно, возвращается из Иерусалима в Мекку, заходит к себе домой и успевает поймать этот кувшин с водой. Да, вот насколько все быстро это все произошло. Еще раз, бурак встречается единожды, да, в Коране. Так, ну, здесь тоже вы, в принципе, самостоятельно можете посмотреть. Следующее, скажем так, третий вопрос у нас – это учение о Махди. Учение о Махди. Учение о Махди. С арабского Махди переводится как «ведомый». Ведомый Аллахом по верному пути. Махди – ведомый Аллахом по верному пути. Кто такой Махди? Да? Вот здесь Махди, он ассоциируется с понятием Мессия. В христианстве, в иудаизме, в буддизме есть понятие Мессии. Есть? Второе пришествие. Есть, конечно. Да? В иудаизме это Машиах. Да? В христианстве это Иисус Христос. В буддизме, да, вот Будда Майтрея, да, вот Будда Майтрея это тоже ассоциация, связана с Мессией. То же самое в исламе, но только Махди. Это человек, это обновитель веры, появится он на земле накануне страшного суда, когда земля будет наполнена злом и неверием. По мусульманской традиции Махди исходит из потомков Мухаммеда.
Но вот если мы посмотрим разные изображения, в том числе и на фресках, в исторической литературе, как правило, Махди — это всадник безликий, то есть вы никогда не увидите его лица, да, такой обезличенный всадник, его лицо прикрыто, но даже глаз вы не увидите. Да? Его основная функция заключается в том, что он установит на земле царство справедливости, силой вернет на путь Аллаха, возродит общину, живущую по законам ислама. Его короткое царство будет царством изобилия, а после царствования Махди наступит воскресение мертвых, ну и день страшного суда. Вот все то же самое мы с вами видим и в других религиях. Тут, конечно, очень интересно, здесь упоминается имя Даджала. Даджал — это фактически один из сторонников Иблиса, да, то есть одного из страшных ангелов. И существует версия о том, что все-таки царствование Махди будет, ну, примерно хронологически, да, ограничено от 3 до 9 лет. То, о чем мы с вами сказали. Так, 4-й вопрос. Учение о пророках. 4-й вопрос. Учение о пророках. Кто такие пророки? Сколько их существует? Каким образом они друг от друга отличаются? Пророки переводятся как наби. Наби. Согласно вероучению, их было 124 тысячи человек. Наби. 124 тысячи человек. Но среди них были и расул. Расул или посланники. Наби 124 тысячи человек. Расул или посланники, их всего в исламе существует 313 человек. Вот расул отличается от наби тем, что они получили от Аллаха не только устные, но и письменные откровения. Расул получили от Аллаха не только устные, но и письменные откровения. Самая, скажем так, главная функция пророков заключается в том, что им Бог дает задание, возможность возвещать людям истину, которая имеет две части. То есть истина о правильной религии, как необходимо верить, и истина о правильной жизни, то есть как необходимо при этом жить согласно своим религиозным убеждениям. То есть как верить и как вести праведный образ жизни. Среди пророков существует еще и такое понятие, как стойкие пророки. Стойкие пророки, их всего 9 человек. 9 человек, и 8 из них, кроме Мухаммеда, они встречаются и в христианской религиозной традиции, ну, в несколько только искаженном варианте, да. То есть Ной в исламе это Нух, Авраам в исламе Ибрагим, Иаков Якуб, Иосиф Юсуф, Моисей Муса, Иов Айюб, Давид Дауд, Иисус Христос это Иса. И Мухаммед считается печатью пророков. Печать пророков это означает, что после Мухаммеда других пророков не может быть. Да, один из самых главных пророков Мухаммед. Мухаммед или печать пророков. Ну вот в частности из работы Религии мира. Между пророком и посланником существует различие. Пророк получает от Бога тем или иным способом просто откровение, как бы в устной форме. Посланник же получает откровение в письменной форме. Ангелы приносят ему от Бога Писание, которое он обязан проповедовать среди людей. Первым пророком был Адам, последним Мухаммад. Он явился, как говорится в Коране, печатью пророков, то есть после него уже не может быть ни одного пророка. Между Адамом и Мухаммадом, согласно мусульманской литературе, было более 100 тысяч пророков. Однако в Коране названо только 28. Среди них особо выделяются 9 так называемых стойких, особо почитаемых мусульманами, да, о которых мы с вами уже сказали. Итак, следующее учение – это учение о душе. Учение о душе. Что собой представляет душа в исламе? Да, чем отличается представление души от других религиозных традиций? Итак, душа, в отличие от тела, это сверхъестественная часть человека.
Но, допустим, в отличие от буддизма, все-таки это состоящее из частиц, все состоит из дхарм, да, движущихся частиц, то здесь, так же, как и в христианстве, душа – это не совокупность мельчайших частиц, да, а целостное образование. Целостное образование. Души всех людей сотворил Бог, и души, согласно исламу, являются бессмертными. Души сотворил Бог, и души, согласно исламу, являются бессмертными. Так, следующее учение, учение о загробной жизни. Учение о загробной жизни. Итак, загробный мир имеет два отделения. Это рай или джанна, куда попадают праведники, и ад, от арабского джаханам, куда попадают грешники. Но ад все-таки, там есть и постоянное, и временное, ну, скажем так, условное определение, жильцы. То есть два этапа пребывания в загробном мире, как и в христианстве. До судного дня существования душ без тел, и после судного дня, когда в раю и аду души будут пребывать вместе с телами. Вот он, Исрафил, о котором мы, в принципе, с вами сказали, да, мост Сират над адом в рай. Но имейте в виду, что для мусульманина, да, то есть любой не мусульманин, он обязательно попадает в ад. Но если даже мусульманин, скажем так, согрешил в течение жизни, для него ад – это временное место пребывания. То есть там он избавляется от своих, скажем так, пороков, и обязательно мусульманин, любой мусульманин, он обязательно попадет в рай. Ну, праведнику это будет сделать гораздо легче и быстрее, скажем так, да, а грешнику, ну, предстоит, скажем так, пройти вот это временное пристанище, да, джаханам. Следующий вопрос – это учение о шариате. Учение о шариате. Учение о шариате. Что такое шариат в исламе? Шариат от арабского шариа. Шариа – это правильный путь. Шариат или шариа – это правильный путь. Это своего рода свод правил поведения, и правовых, и моральных, и бытовых, которые в обязательном порядке должны быть одобрены мусульманскими авторитетами. То есть это свод или правила, или нормы поведения, регламентирующие жизнь каждого мусульманина в обществе. Итак, шариат от арабского шариа или правильный путь, свод правил поведения. Для каждой мусульманской страны шариат имеет определяющее значение. Почему? Потому что, в принципе, шариат регламентирует их жизнь, с одной стороны. Но с другой стороны, в истории мы не раз видим примеры, когда в одной и той же стране, просто в разные хронологические периоды времени шариат меняется. Да? И почему это происходит, это очень интересно. Через шариат находит свое выражение нравственное учение ислама. Шариат опирается на Коран и Сунну. Шариат опирается на Коран и Сунну, существует в письменной и устной форме. Существует в письменной и устной форме. Но вот прежде чем перейти к следующему учению, ну, назову, наверное, самый известный пример вот изменения шариата. Да? Возьмем с вами Афганистан, вот 70-80-е годы. Вот вплоть до начала 90-х годов женщина в Афганистане имела возможность ходить с открытым лицом. Да? То есть разные формы хиджаба существуют, когда полностью лицо закрыто, либо только одни глаза, либо женщина имеет возможность открывать лицо. То есть волосы прикрыты, да, лицо открыто. Вот в Афганистане, значит, женщины ходили вот с открытым лицом. А мужчины имели возможность не брить бороду. В 1994 году, когда к власти приходят талибы, происходят резкие изменения, внесение изменений в шариат. То есть женщина полностью должна скрывать свое лицо, а мужчина в обязательном порядке должен отращивать бороду. Да? Вот посмотрите, буквально десятилетия разницы, но шариат вот таким образом меняется. Ну, это касается, казалось бы, внешних маркеров, но в любом случае. И таких примеров очень много в истории, особенно во время Ирано-Иракской войны. Казалось бы, две шиитские страны воюют между собой, конец 80-х годов.
Так, ну ладно, это уже будет отступление. Следующее учение – это учение о молитве. Учение о молитве. Учение о молитве. Существует 3 вида молитвы. Существует 3 вида молитвы. Это шахада, ежедневное свидетельство о вере. Краткая формула на арабском языке повторяется несколько раз в день. Шахада – это ежедневное свидетельство. То есть праведный мусульманин должен каждый день в течение дня произносить «Да, ля иляха иляллаху, ва Мухаммедан Расулуллахи». То есть нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Все это произносится на арабском языке. Далее, второй вид молитвы – это намаз. Намаз – это пятикратная обязательная молитва. С персидского намаз так и переводится, да, как молитва. Намаз включает установленные словесные формулы на арабском языке. Определенные позы, то есть это стоя, это поясной поклон, это на коленях, это сидя на пятках. Как правило, мужчины, когда молятся, они держат руки на коленях, да, женщина руки на груди, скрестив руки. Совокупность формул поз движений называется ракат. Да, вот то, каким образом в определенный момент принимается та или иная поза, называется ракат. То есть это существует еще и подготовка к молитве. Да? Молитва может проводиться коллективно, может проводиться индивидуально. Женщины в исламе, как правило, молятся в отдельных помещениях. Вообще отдельные дни существуют женские. И существует еще один вид молитвы, это дополнительная молитва. Дополнительная молитва, ну, которая не является ни шахадой, ни намазом. То есть фактически это те молитвы, которые произносятся на языке, да, на русском языке, на английском языке, на татарском языке, неважно. Да, то есть вы выражаете вот, ну, в такой форме свободной, скажем, да, то есть обращаясь к Богу и так далее, выражается просьбы к Аллаху. Итак, следующий вопрос – это учение о борьбе за веру. Учение о борьбе за веру или джихад. Джихад, ну, это, наверное, один из самых спорных вопросов учения ислама. Джихад с арабского переводится как усилие или страдание. Джихад – это усилие или страдание. То есть каждый мусульманин обязан участвовать в борьбе за веру. Каждый праведный, скажем так, мусульманин должен участвовать в борьбе за веру. Но существуют различные виды джихада. Джихад меча, джихад руки, джихад языка, джихад сердца. Джихад меча, джихад руки, джихад языка и джихад сердца. Ну, джихад меча предполагает, скажем так, действительно, да, то есть реальную борьбу за веру. Джихад руки – это, скажем так, когда каждый праведный мусульманин заботится о тех людях, которые находятся рядом с ним. Джихад языка – это, ну, скажем так, говорить хорошо о тех людях, которые ведут праведный образ жизни, о мусульманах, помогать им. И джихад сердца – это та война, которая идет каждый день внутри каждого мусульманина. Да? То есть борьба со своими страстями, пороками и так далее. Итак, джихад. Ну вот сегодня, конечно, в политической форме мы воспринимаем джихад это прежде всего с экстремистскими, да, религиозными там, течениями, движениями, с всевозможными религиозными войнами, которые приводят даже к разрушению государственности. В современный период очень много, да, ярких примеров. Это Сирия, это Египет, это приход к власти братьев-мусульман. Но вот если дети задают такие вопросы, надо очень, скажем так, осторожно на них отвечать. Да, уметь отвечать на эти вопросы. Не все мусульмане, скажем так, изначально ислам – это не агрессивная религия. То, как интерпретируют некоторые части вероучения, это уже совершенно другой вопрос. И, как правило, вот экстремисты, их основная деятельность – это политическая, скажем так, составляющая, да, то есть это достижение чего? Приход к власти. Вот Египет нам демонстрирует. Братья-мусульмане совершили военный переворот, пришли к власти, а что с этой властью делать? Ну, вот не знаю, да, не понимаю.
Ну, это привело к тому, что они были не способны удержаться. Да? Следующее учение. Учение о паломничестве в Мекку. Учение о паломничестве в Мекку. В Мекку и Медину. Паломничество именуется как хадж. Паломничество в Мекку именуется как хадж. Главная идея учения заключается в том, что каждый мусульманин, если он имеет физические и материальные возможности, обязан хотя бы один раз в жизни или совершить лично паломничество в Мекку, или послать своего заместителя. В историческом прошлом требование личного паломничества было единственным. Вот сегодня даже приводит целое свидетельство, да, если человек в силу каких-то вот особенностей, допустим, он является инвалидом, он не может физически участвовать в хадже, он отправляет вместо себя человека, этот делегируемый товарищ приводит свидетельство на своего, да, друга о том, что вот он совершил паломничество в Мекку и Медину. Хадж осуществляется в определенное время года, в последний 12-й месяц лунного года. Называется он Зуль-Хиджа. И вот есть несколько, скажем, ключевых моментов, да, этапов, да, прохождения хаджа. Первое – это обход Каабы или черного камня. Далее испитие воды из священного колодца. То есть там же существует священный колодец, где обязательно необходимо испить этой воды. То же самое, как святая вода у христиан, да, или аршан, допустим, у буддистов, то есть вот испитие, омовение. Дальше семикратная пробежка между двумя холмами, между ними 300 метров. Да? 7 раз нужно пробежать между холмами. Дальше молитвенное стояние в долине у горы Арарат. Это вот примерно 18 километров от Мекки. Вы представляете, да, с 12 часов дня до захода солнца, то есть весь этот период идет такое вот молчаливое стояние с обращениями, с молитвами и так далее. Следующий этап, скажем так, прохождения хаджа, это собирание 7 камней в другой долине. Вот они в одной долине собирают камни, затем уже в другой долине они забрасывают этими камнями каменный столб, который символизирует, вот, скажем так, главного, да, нехорошего джинна или шайтана. Ну и все это действие, скажем так, да, очень разнообразное, насыщенное, наверное, физически и морально, заканчивается жертвоприношениями. Жертвоприношениями скота, ну, как правило, это либо бараны, да, либо коровы, но вот сейчас, между прочим, наверное, вот с 90-х годов ООН объявил это целой экологической катастрофой и проблемой. Представляете, такое скопление народу и такое количество жертвоприношений. Вот сейчас, после жертвоприношения, этот скот, это мясо замораживают и отправляют в страны третьего мира в виде гуманитарной помощи. Да? И объем этой помощи, он на самом деле колоссальный. Если вы хоть раз видели, может быть, видеорепортажи или в интернете, вот какое количество людей собирается во время хаджа, да, вокруг этого черного камня. Там фактически вот эта масса, она, конечно, поражает воображение. Но вот одна из фресок «Караван паломников в Мекку», это очень древняя фреска. Вот посмотрите, это только начало хаджа, да? Черный камень Каабы изображенный. Видите, да? То есть это гранит, обтянутый тканью. Вот здесь начало, то есть дверь, представьте, дверь полностью сделана из золота. Вот, это все люди, которые молятся во время хаджа, да, то есть количество поражает воображение. А что камень символизирует? Ну, камень это вот как раз-таки священное место. Еще раз, камень Кааба появляется в доисламский период времени, да, то есть это был место языческих, скажем так, поклонений. Интересно, что до принятия ислама появляются у арабов различные изображения, идолы. И вокруг этого камня, ну просто вот черный камень, да, он такой черный камень красноватого цвета, ну, считают, что это метеорит, да, но он внеземного происхождения, да, ему поклоняются. Вот он появилось место поклонения. Разные арабские племена, у них были свои боги, которым они верили, одни вот в одного бога, другие в другого. И вокруг этого камня к VII веку появляется более 300 идолов, изображений, да? То есть деревянных, из камней и так далее. То есть вот это все, это было
священное место. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это место, где каждый араб мог спокойно торговать с другим племенем. То есть это место табу. Да? То есть это такая буферная зона, где можно было спокойно вести свои торговые, скажем так, экономические сделки. Да? То есть это место безопасности. Это тоже было очень важно, учитывая воинственный настрой, скажем так, многих арабских племен. И еще раз, для каждого правильного мусульманина важно не что внутри, уже выстроенный, да, вот этого гранитного черного куба, а именно то, что находится гравировка, да, внутри восточной стороны, это вот именно сам камень, черный камень. Вот для мусульман, вот, посмотрите, да, то же самое. Это все люди, которые молятся. Это вы не представляете, какие-то масштабы, да, грандиозные. Угу. Так, следующее учение. Учение о соблюдении поста. Учение о соблюдении поста. В 9-й месяц лунного календаря, который именуется у мусульман как Рамадан или Рамазан, мусульмане обязаны соблюдать пост. Пост с арабского переводится как саум или ураза. От соблюдения обязательного или строгого поста освобождаются с условием его соблюдения в другое время. Первое – это те люди, которые участвуют в военных действиях, находящиеся в плену, находящиеся в пути, больные. Без всяких условий освобождаются дети, престарелые, беременные, кормящие женщины. И заключается пост в полном воздержании в светлое время суток от пищи, питья, курения, развлечений, ну и других отношений, да, получается. Но фактически, если говорить о посте, то днем ничего нельзя, да, даже вдыхать, скажем так, запахи, да, запах сигарет и так далее. Нельзя ни капли воды, а вот как только заходит солнце, то есть в ночное время, то есть начинается все самое интересное, да, то есть в принципе можно вкушать пищу, можно пить, то есть здесь несколько смещается, да, день с ночью. На самом деле это очень тяжело, особенно учитывая изменяющиеся социокультурные условия. Вот мы общались с представителями разных, даже стран в том числе, вот один из товарищей, да, ну, скажем так, студент Тунисского университета, он говорит, очень сложно подрабатывать человек официантом, да, и в итоге во время Рамадана, то есть он нехотя, он даже вдыхает, скажем так, да, вот эти вот пары, но это считается неправильным, да, то есть это противоречит его религиозным установлениям. Следующий вопрос, который касается понятия 5 столпов веры. 5 столпов веры или 5 основ ислама. 5 столпов веры, 5 основных основ религии, основ ислама. Первое – это закят. Закят – это милостыня, да? Милостыня или 10-я часть своих доходов, которую каждый мусульманин должен отдавать в умму. Умма – это община. Дальше молитва, о которой мы с вами сказали, намаз, 5-кратная молитва. Далее свидетельство, то, о чем мы с вами сказали, да, произношение на арабском языке. Пост, Рамадан или Рамазан и хадж. Вот это то, что должен сделать мусульманин. Хадж один раз, пост соблюдать постоянно, да, то есть молиться каждый день, но и при этом давать милостыню. И вот эта вот основа, вот эти 5 столпов веры, они составляют содержательную характеристику и основу вероучения. Ну, вот, в принципе, здесь все понятно. Закят, налог на имущество. Но интересно, что вот эти 10% по своему усмотрению мусульманин может распределить между разными членами общины, да, наиболее нуждающимися. Мусульманин не должен красть, лгать, убивать, пить вино, играть в азартные игры, должен любить ближнего, уважать старших, быть терпеливым и скромным. Да, основные обычаи и нравы, и традиции ислама. Коран закрепил господство мужа в семье и обычаи многоженства, предписывал строгие правила поведения для женщин. Ну, здесь особый вопрос, который возникает, это роль женщины в исламе, да? И роль женщины в каждом, наверное, в каждой из мусульманских стран. Она может в этом отношении отличаться в зависимости от того, какой шариат, да? Как происходит интерпретация
в тот или иной исторический период времени Корана и Сунны, да, шариата. Что собой представляет мечеть в исламе? Роль мечети в исламе. С одной стороны, мечеть – это место для коллективной молитвы. С другой стороны, мечеть – это место, где мусульмане могут общаться между собой, место давата или призыва к исламу, место проведения собраний и обсуждений важных вопросов, то есть административных вопросов прежде всего. Это может быть местом оказания медицинской помощи. И, конечно, даже сейчас, вот даже на примере нашего города, да, мечеть может оставаться одним из основных мест получения образования, да, образовательных услуг. Место образования. Мечеть в исламе. Посмотрите, разные существуют мечети. Следующий очень интересный момент – это понятие хиджаба. Да, это уже касается традиции и культуры ислама. Хиджаб. Хиджаб – это вот женская одежда, и, как правило, это является определенным запретом. Да? Запрет демонстрировать свое лицо, открывать при чужих, не относящихся к категории махрам, женщина может только лицо и руки. Джильбаб, допустим, не должен облегать тело. Посмотрите, даже разные виды. Да? Ткань должна быть достаточно плотной, ничуть не прозрачной, не оставляющей ни единой возможности угадать контуры фигуры или цвет кожи или волос. Джильбаб должен подчеркивать скромность, которая символизирует хиджаб. Он не может быть ярким, привлекающим к себе внимание. Он не должен походить на одежду неверующих, не походить на мужскую одежду. Да? То есть это достаточно сложно мусульманским женщинам на самом деле. Вот они, различные виды хиджаба, которые существуют. Какие существуют мусульманские праздники? Мусульманские праздники. Ну, первое, мы с вами об этом сказали, это пятница, это священный день для мусульман. Пятница, священный день для мусульман. Дальше у мусульман благословенные дни существуют. Это день начала года, день Ашура, ночь хиджры, вот ночь, как бы, которая символизирует наступление Нового года. Происходит это в сентябре, 12 сентября. Ночь Маулид, ночь Рагаиб, ночь Мирадж, ночь Браат, день Фатх Мекка, ночь Кадр, день праздника Фитра, день праздника Курбан, дни Ташрик. Но многие праздники, они связаны с жизнью и деятельностью, прежде всего, пророка Мухаммеда. Итак, есть, конечно, запретные вещи, которым должен следовать каждый мусульманин. Это касается пищевых запретов, это касается алкогольных запретов. Вот это понятие кошерная пища, допустим, иудеев, да, то есть чистая пища, то есть когда нельзя тоже мясо свинины, например, да, то есть или все, что содержит, ну, скажем так, крыны, в общем, там, колбасу там, и так далее, и так далее. Вот для иудеев это кошерная пища, практически то же самое, да, то есть пища должна быть чистой, да, нельзя употреблять свинину. Очень строгий запрет на потребление, даже куплю-продажу алкогольных различных веществ. То есть это все строгий запрет. И деньги, которые связаны вот как раз-таки с куплей и продажей вот этих вещей, они являются, ну, тоже запретными, да, греховными. Так. Ну и на этом с вами мы закончим говорить об исламе, да, об основах вероучения. И следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, особенности возникновения, существования ислама, исламских традиций на территории нашего государства. Связано это, ну, мы можем начать еще с периода Владимира Святого, когда происходит все-таки вопрос, связанный с выбором веры, да, во что верить, то есть христианство, иудаизм, ислам, ну и формирование Золотой Орды, и дальше мы с вами до современных особенностей, да, и поговорим об исламе, в том числе в нашем регионе, в Бурятии. Я предлагаю закончить и оставить, у нас немножко времени осталось, на вопросы. Вот очень много информации, я понимаю, что очень сложная, очень много новых названий, хотя есть, в принципе, да, ответы, что это такое понятие. Какие возникли у вас вопросы в ходе прослушивания лекции? Пожалуйста.
Так, мы, наверное, можем камеру пока отключить, да, и